Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Город Канаш благоустраивается на глазах. Очищаются улицы, горожане выходят на субботники. Работники жилищного и дорожного хозяйств приводят в порядок деревья, дороги и тротуары. Наш корреспондент Ирина Константинова узнала, как осуществляется работа по благоустройству. Большое и сухое дерево может стать достаточно опасным для окружающих, а обросшие кроны мешают обзору участников дорожного движения. Вот почему за насаждениями нужен постоянный контроль и уход. Основные цели обрезки – кронирование, формирование очертаний дерева, а также крупных кустарников. Данную работу возложили на две организации. Это индивидуальный предприниматель Семенов и ООО «Транспортник». Работу по кронированию деревьев они уже завершают. Это последние этапы. Можем отметить, что ООО «Транспортник» выполняет работу в количестве более 200 деревьев. Санитарная обрезка зеленых насаждений, находящихся в черте города, продолжается вот уже на протяжении нескольких недель. Ответственные за эту работу организации отмечают, что обязательства выполнят в срок. На данный момент бригада ООО «Транспортник» трудится в районе городского дворца культуры. В то время, пока несколько работников срезают ветви, остальные члены бригады собирают их и готовят к погрузке. Перед ними стоит задача выполнить работу быстро и качественно. Это получается у нас последний объект. Вот напротив администрации пилили там совсем высокие деревья. Западный район. 30 лет Победы полностью прошли. Вот эту работу начали выполнять в числах, может, 10-го, что ли. Пока почки не начинают распухать, влагу чем брать пораньше же надо. Вышка есть на крану, это где совсем невысоко, на этом фронтальном погрузчике поднимаемся. А так, где высокие совсем, на вышке работаем. А вот кронирование деревьев, растущих перед администрацией города Канаша, выполнила другая организация ИП Семенова. На этом рынке она оказывает услуги на протяжении 2 лет. Организации ИП Семенов и «Транспортник» в зимнее время выполняют работы по уборке снега на веренных им территориях. В рамках муниципального контракта к нам относятся 48 деревьев. Мы их подстригаем кроны и в летнее время формуем также кустарники. И, соответственно, подметаем и ухаживаем за площадью. Территория – это городская площадь, потом сквер афганцев, на Восточке площадь, ЗАГС и музыкальная школа. В рамках муниципального контракта все работы нами выполнены на данный момент. Сейчас мы готовимся к выполнению летних работ. Также руководитель организации отмечает, что для выполнения поставленных задач имеется хороший автопарк и необходимое оборудование. У нас имеется 2 самосвала КАМАЗ, 2 автомобиля ЗИЛ, 1 коммунально-дорожная машина, другой самосвал ЗИЛ. 2 трактора МТЗ, фронтальный погрузчик «Амкадор» и бульдозер ДТ-75. Вся техника у нас имеется в наличии, все на ходу. Также из инструментов имеются кусторезы, бензопилы, мотокосы, виброплиты. Все у нас есть. Вся техника готова, вся оборудование готово. В городском парке города Канаша на площади более 47 гектаров. Также развернута активная деятельность по санитарной очистке территории. На данный момент у нас в первую очередь это, конечно, готовка к 1 мая. Это значит вывоз мусора, который у нас в данный момент находится в очень большом количестве. Также мы вычищаем лес, дубраву нашу от малых кустарников, которые не дают возможность им дальше расти. Более большие деревья мы, конечно, оставляем. У нас приходит наблюдательный совет со стороны пенсионеров. Мы ни в коем случае не трогаем деревья, даже большие деревья мы не трогаем, только одни заросли, которые действительно, они в летнее время у нас держат влагу. У нас достаточно, очень долго держится вода в парке. Эта вода уходит только в середине июня. А также, конечно, мы каждый год опрыскиваем парк от клещей, от комаров, чтобы парк действительно был доступен для всех, чтобы никто не боялся, чтобы
И именно мы стараемся для безопасности именно людей. Горожане заметили, что Канаш постепенно облагораживается и выражают искреннюю надежду, что вырастет и качество жизни населения. Я наблюдала эту работу, вижу постоянно, оцениваю, ну как вот сказать, видимо по центру, вот мне нравится, что вот кусты вот эти подрезают, да, а где-то вот поглубже, там уже не хватает, наверное, времени у них. Бывает, что прям такие заросли. Вот, например, были заросли в прошлом году большие, где вот проспект Ленина, дом 25. Там очень сильно все зарастало. А так, ну, наверное, конечно, для города это нужное дело. Я надеюсь, что в этом году обязательно эта работа будет осуществлена лучше, чем в прошлом. Ирина Константинова, Евгений Назаров. Вести недели. 2017 год объявлен годом экологии в России. Запланировано много мероприятий по озеленению улиц, парковых зон. В городе найдут свои места новые клумбы, цветники. Изменится облик муниципального образования. Эти и другие вопросы мы обсудили с главой администрации Владиславом Сафроновым. Владислав Васильевич, добрый день. И мой первый вопрос: каково же содержание дорог на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые телезрители. Я хочу сегодня поговорить о благоустройстве, о содержании дорог, потому что жителей эти вопросы очень интересуют. Сначала о дорогах. Вот в этом году у нас на содержание дорог финансово заложено намного больше, чем в прошлом году. Если в прошлом году у нас на содержание дорог было освоено 12,5 миллионов рублей, более 17 миллионов рублей в этом году мы должны освоить. Вы, наверное, заметили, что с 1 января содержание дорог намного улучшилось, чем по сравнению с другими годами. И вывезено с 1 января за этот период 17 тысяч кубов снега. Это сейчас сказывается на том, что состояние дорог нынче намного лучше, состояние асфальта, чем в прошлые года, потому что воды на асфальте намного меньше. По ямочному ремонту хочу сказать, что в данное время транспортник, предприятие, которое содержит дороги, выполняет ямочный ремонт. Проделано на 94 квадратных метрах ям, заделано холодным асфальтом. Принято решение заделать пока только глубокие ямы. А мелкие ямы при наступлении благоприятных погодных условиях, это ожидается в конце апреля, горячим асфальтом будут ремонтироваться. По дорогам, если сказать, какие еще работы будем проводить, это мы по контракту до конца декабря должны завершить строительство улицы Ильича, но мы надеемся, что до сентября месяца или же в сентябре месяце улица Ильича будет сдана. С подрядчиками у нас устная договоренность есть. Но кроме этого, конечно же, поступает много обращений насчет вырубки старых деревьев, тополей. Мы этот вопрос рассматриваем. Финансовое состояние пока, конечно, бюджета не очень-то хорошее, но намерены заложить определенные финансовые средства для того, чтобы заняться вырубкой этих старых деревьев. По клумбам, что хочу сказать, вот мы, наверное, возобновим давно то хорошее, когда было раньше, десятки лет назад. Это мы в этом году объявляем конкурс на лучшие клумбы в дворовых территориях. Естественно, кое-какие средства для поощрения тоже закладываем. Я думаю, благодаря этому конкурсу состояние дворов тоже у нас улучшится. Но, естественно, клумбы и другие места, клумбы и цветы мы по городу планируем по наступлению погодных условий рассаживать. И несколько слов опять про парк. Почему я про это говорю? Потому что долгие годы на парк не выделялись средства, но вот именно благодаря программе развития моногородов, благодаря тому, что новые национальные проекты на уровне правительства Российской Федерации приняты, мы сможем выделить на развитие парка в этом году порядка 12-13 миллионов рублей. Но здесь нужна помощь всех горожан, потому что
Мы пока на проектирование парка техническое задание не выдали Чувашграждан-проекту, проектной организации. Но нам именно нужно мнение нашего населения, всех слоев населения, и молодежи, и пожилых, и предпринимателей, что нам необходимо сделать в первую очередь в нашем парке. Или же у нас есть концепция развития, мы видим там по всему периметру велотрассу или лыжную трассу в одном и том же, то есть асфальтирование полосой шириной 4 метров по всему периметру. Поэтому или с него начать, или с чего начать. Мы вот завтра, в пятницу, собираемся в 11 часов. Если есть желание, приходите в администрацию, примите участие в проектировании нашего парка. Я думаю, что состояние парка намного улучшится. Сейчас вот мнения тоже разные, потому что принято решение прореживать парк. Там самовольно, то есть самосада, очень много дикого клена, мелких кустарников, которые самовольно, то есть сами вырастают. И бригада людей, которые выделены на общественные работы, занимается тем, что вырубает эти кустарники, занимается очисткой парка. Ну, люди говорят, что зелень нельзя вырубать, но в принципе они оставляют те деревья на перспективу, чтобы после того, как дубы уже состарятся, взамен выросли новые деревья. Поэтому парк, он все равно сохранится, а так, чтобы чище, краше был, этим занимается администрация и эти общественные работники. В течение текущего года изменится ли облик города и каким он станет? Уважаемые телезрители, я уже назвал, что есть предприятия транспортные, общественные работники, которые занимаются благоустройством нашего города. Но если мы все какой-то мере усилий не приложим для благоустройства нашего города, каждый горожанин, наш город краше не станет. Поэтому вот с 1 апреля по 15 мая объявляется месячник по благоустройству города. Я призываю активнее организовывать, участвовать в субботниках, во дворах, на предприятиях и учреждениях и в целом по всему городу. Для того, чтобы мы почистили наш город после зимы, после того, как из-под снега выйдет мусор и грязь, и в дальнейшем поддерживать чистоту и порядок в нашем городе. Владислав Васильевич, спасибо большое. Дорогие телезрители, с 1 апреля по 15 мая проводится месячник, и всех вас приглашаем принять участие в субботниках. Творческие коллективы города, работники библиотечной системы музеев, педагоги музыкальной и художественной школ отметили свой профессиональный праздник День работника культуры. Во дворец пригласили тех, кто своим трудом делает наш мир краше, лучше, культурнее. Работники культуры наслаждались сегодня результатами своего труда. Они сами себе устроили праздник, подготовив талантливых ребят к выступлениям. День работника культуры – достаточно молодой праздник. Его официально приняли в 2007 году. Ранее он отмечался отдельно в каждом субъекте страны. Даты были разными. Сегодня культработники своим профессиональным днем считают 25 марта. Есть такое высказывание. Культурный человек, он всегда готов трудиться, стремиться только к лучшему и достигать высот. И хочу сказать, действительно, вы те, которые полностью отданы и преданы этому профилю, этой отрасли. Термин «культура» имеет огромное количество значений. Толкований масса, но их объединяет одно – внутреннее воспитание человека. Без культуры наше общество существовать не может. Это люди, которые действительно преданы своему делу, поэтому всех разрешите поздравить. Правильно здесь и мужчины говорили, что культура нужна народу как воздух. То есть, когда она есть, кажется, это так естественно, это так не замечается всеми. А когда ее нет, люди задыхаются.
Но в городе делают все, чтобы задыхаться не от бескультурия, а от всплеска эмоций, восхищения и любви друг к другу. Город растет духовно. Уровни образования, почитания старших ежегодно повышаются. Ни одно мероприятие мы не можем провести без работников культуры. Мы всегда их приглашаем, они всегда нас радуют. Хотелось бы от имени администрации пожелать вам всем здоровья, успехов, личной жизни. И чтобы у вас всегда не святая энергия, которой вы можете порадовать людей, детей наших. Спасибо вам за работу. Это заслуга городского дворца культуры, образовательных учреждений, библиотек, краеведческого музея, общественных организаций. Представителей культуры заслуженно наградили почетными грамотами. Это наш общий праздник. Вы действительно талантливые люди, вы действительно фанаты в своем деле, потому что если глубже копнуть вопрос, самые низкооплачиваемые люди работают в культуре, они тем не менее трудятся, идут на работу, работают, создают условия для окружающих, поднимают настроение, создают все условия для того, чтобы человек трудился, работал, создавал все необходимое для молодого человека. Здоровья, счастья, творческих успехов. Слова благодарности услышал каждый, ибо в их руках будущее города. Олеся Григорьева, Евгений Назаров, Дворец. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.